Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Главное событие прошлой недели – Международный экономический форум «Абхазия. Инвестиции в будущее» привел к подписанию около 30 соглашений, которые предполагают углубленное сотрудничество в торгово-экономической, культурной и гуманитарных областях. Всего в форуме участвовало более 900 участников из России, Таджикистана, Армении и Южной Осетии. Они съехались, чтобы обсуждать развитие экономического сотрудничества, демонстрацию инвестиционного потенциала республики, укрепление внешнеэкономических связей. До официального открытия форума представители бизнеса бурно обсуждали перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Пленарному заседанию форума «Абхазия. Инвестиции в будущее» старт дал президент республики. В своей речи Бадра Гунба поблагодарил политиков, инвесторов, экспертов, предпринимателей за интерес к развитию экономических отношений со страной. Благодаря неоценимой поддержке Российской Федерации мы преодолели значительную часть возникших проблем в послевоенной Абхазии. Наше сотрудничество расширяется от федеральных ведомств до субъектов страны. Подписанные сторонами многоуровневые соглашения дали мощный импульс более уверенному развитию взаимодействия участников экономической деятельности, отметил Бадра Гунба. Президент подчеркнул, что итоги форума и подписанные соглашения станут дорожной картой для привлечения инвестиций и реализации конкретных экономических проектов. В свою очередь, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что Россия твердо поддерживает суверенное развитие Абхазии, активно содействует укреплению ее экономической стабильности и безопасности. Это один из наших значимых, безусловных приоритетов. И сегодня мы видим позитивные результаты совместной работы, модернизации транспортной и туристической инфраструктуры в сфере энергетики, сельского хозяйства и торговли. Российско-абхазское партнерство носит комплексный характер, сказал Кириенко. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак отметил, что курс Сухума и Москвы на углубление сотрудничества носит долгосрочный характер, особенно в сложных геополитических условиях. Безусловно, наши страны – это близкие друзья, проверенные временем, надежные партнеры. Нас связывают отношения стратегического союзничества. Мы опираемся на прочный фундамент взаимопонимания, уважения, глубоких культурных связей, братских отношений между нашими народами, отметил Новак. Абхазский международный экономический форум является прямым ответом на запрос предпринимательского сообщества обеих стран, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Он подчеркнул высокую заинтересованность сторон в углублении сотрудничества. По словам российского министра, интерес к площадке проявляет в первую очередь российский бизнес, который видит в Абхазии широкие перспективы для инвестиций и уже имеет успешный опыт реализации проектов в республике. С другой стороны, форум отвечает запросам абхазских предпринимателей, обладающих множеством новых идей в условиях динамично развивающегося рынка. Отметим также, что более 15 руководителей субъектов Российской Федерации приняли в нем участие. Были проведены круглые столы по разным направлениям и выработаны новые предложения и идеи, которые позволят как привлекать инвестиции в развитие Абхазии, в повышение качества жизни людей, так и в развитие торгово-экономического сотрудничества между странами. Подробнее итоги и значения этого форума мы обсудили с модератором одного из круглых столов, проректором Абхазского государственного университета Максимом Гвинджи. Предлагаем вашему вниманию интервью с ним. Приветствуем вас, Максим Харитонович. Только что прошел Международный экономический форум в Абхазии. Он был довольно большим и представительным, и в его рамках было много круглых столов, в том числе вы модерировали один из этих столов. Давайте начнем с частного, и вы расскажете о том, о чем был ваш круглый стол, может быть, какой-то краткий итог, и как все происходило, вот атмосфера. Что вы можете сказать? Ну, в целом атмосфера всего форума была позитивная, конструктивная, естественно. В рамках форума я познакомился с множеством представителей руководства России, российских регионов, также с представителями бизнеса. Очень было легкое общение, мы обсуждали много разных вопросов, но это было за кулисами форума.
вот, на так называемых кофе-брейках. Ну, понятно, что мы разделяем общие ценности, и, как говорится, такое слово на одной волне. Ну, вот, у нас нет таких препятствий для понимания друг друга и приоритетов в наших отношениях. Это то, что касается вокруг форума. Мгм. Я уверен, у других участников такое же отношение. Что касается самого круглого стола, который модерировал я, он касался темы участия государства в привлечении инвестиций. Вот. Оказался очень интересный у нас круглый стол, довольно-таки короткие, но очень глубокие. И участвовали в этом круглом столе премьер-министр Абхазии Владимир Делба. От Российской Федерации был заместитель министра экономического развития Назаров Сергей Макарович. Был премьер-министр Башкирии, также Назаров Андрей Геннадьевич. И генеральный директор акционерного общества «Кавказ РФ» Юмшанов Андрей Александрович. Вот такая вот была у нас интересная группа. Люди, которые являются профессионалами в своем деле. И каждый из них внес очень интересную тему, вопрос, как государство участвует, как государство конкурирует, как государству справляться с конкуренцией, как государству стать именно тем двигателем для инвестиций, для внутренних инвестиций, для внешних. Вот. И получилось очень интересно, очень содержательно и коротко, самое главное. А конкретные какие-то планы, проекты, даже если не называть их, обсуждались, допустим, в рамках вашего круглого стола? Ну, наш круглый стол, конечно, в конце там были вопросы из зала, которые касались какой-то конкретики, каких-то конкретных проектов. И, кстати, наш премьер-министр очень быстро на это отреагировал, дал свои контакты, выразил готовность оказать любую поддержку и конкретному бизнесу. Но наш форум, наш круглый стол, он, конечно, касался более общих экономических вопросов, как государство должно действовать в той или иной области. Мне очень понравилось выступление премьер-министра Башкортостана, который в своем выступлении вообще раскрыл всю историю развития отношений между Абхазией и Башкирией. И вы знаете, в самые трудные для Абхазии время Башкирия, как говорится, первой открыла свои объятия для нас. Много наших студентов учились там. Башкирия оказывала гуманитарную помощь. Были официальные визиты нашего руководства Башкортостана еще в то время, когда вообще мы не могли открыть ни одну дверь, все двери были закрыты. И мне очень понравилось его выступление. Понравилось, конечно, в Кавказ РФ, который делает колоссальную работу по развитию инфраструктурных проектов в республиках Северного Кавказа. И я считаю, что ту работу, которую они делают, она вообще колоссальная, уникальная. И она не только о коммерции, о бизнесе, она вообще о мире и стабильности деятельности. Вот когда развивается территория, и люди начинают жить лучше и зарабатывать деньги, они меньше думают о том, что они живут плохо из-за того, что сосед у них что-то забрал. Следовательно, такие вот проекты по развитию неразвитых, да, ну нельзя сказать депрессивных, но, извините, горные районы осваивать не так легко в плане туризма. А сейчас на Северном Кавказе туризм, горнолыжный туризм, да и вообще любой туризм, там развивается колоссальными темпами. Если мы говорим о туристах в Абхазии в районе 1,5-2 миллиона человек, то там это 5 миллионов. И заметьте, что расходы на горный отдых, они приносят в казну в несколько раз больше денег, чем расходы на берегу моря. Поэтому вот так было очень интересно и очень познавательно. Для нашего бизнеса, для Абхазии, тоже был такой посыл, что для нас открыт российский рынок. Он всегда был открыт, но мы как-то не очень активно входим туда. Но в Башкирии есть огромные возможности для абхазских инвестиций. Мы затронули даже ту тему, что в центре города, в Уфе, построена копия колоннады нашей. Вот,
с набережной. Пожалуйста, можно даже развивать тему и креативной экономики. И на базе вот этого вот уже что есть, можно делать много чего. Главное желание. Преград нет никаких. Мгм. А если в целом говорить о форуме, вот какие вы, я понимаю, что вы наверняка были на пленарном заседании, на закрытии, и вообще наверняка следили за всем, что происходит, как и все мы. Вот какие бы вы главные итоги выделили, допустим, даже если абстрагироваться и наблюдать со стороны? Ну, в первую очередь, это конкретика, больше конкретики. В Абхазии много проходило форумов, все они важны. Каждый такой форум– это усилие сотен людей, которые работают над тем, чтобы это состоялось. И, конечно же, сюда на какой-то период времени приезжают очень значимые фигуры, и люди, которые заняты по своей сути, они приезжают в Абхазию и как бы тратят свое время на этот форум. Это уже имеет очень большое значение, потому что они едут для достижения конкретных целей и результатов. Им не нужно просто приехать где-то, как говорится, засветиться и уехать. И здесь есть очень значимый вот именно этот момент, что люди, которые посетили этот форум, действительно отвечают за те направления, которыми они занимаются. И действительно, если ставились вопросы о решении той или иной проблемы, будь то к абхазской или к российской стороне, всегда от руководителей была готовность помочь и решить. Другие пленарные заседания, естественно, я не смог посетить, но знаю о том, что там проходило, они были не менее успешны. Также было успешное мероприятие проведено в этнопарке. Вот, туда большое количество гостей приехало. И действительно, как бы об Абхазии многие знают в России. Но очень часто не все знают действительно, как мы здесь живем и что здесь происходит. И для многих участников, мне вот показалось, я с кем общался, для них, несмотря на то, что они знают Абхазию, но для них все равно это было открытием очередным. И тот уровень инвестиций, который вот обсуждался, и те проекты, которые в перспективе обсуждались, ну вот, они уже, как говорится, одобрены, они готовы, это будет, это произойдет. Наши люди увидят этот результат. Посмотрите, еще до недавнего времени трудно было себе представить, что у нас будет аэропорт. И тем более было трудно себе представить, что он будет такой красивый, как сегодня. Многие, кто прилетали в Сухум или вылетали, уже видят, что это очень красивая и такая органичная, вписанная в территорию получилась среда. Ну, вот такие вот вещи, они уже происходят. Реконструкция, строительство, торговля, рост товарооборота, все эти вещи, они конкретные, это происходит сегодня. Не просто форум, где, как я уже повторял, съехались люди, чтобы поставить галочку какую-то. Нет. Но самое еще, то, что меня радует, я это сказал, где-то, не помню, высказался об этом. Ну, вот, как-то мы живем, и не всегда... Обычно мы ругаем руководство, но очень редко хвалим. Вот. А вообще и всем, и руководству Абхазии, простым людям, простым работникам и сотрудникам очень важно, когда человек делает что-то хорошо, говорить ему, что он сделал хорошо. У нас очень как-то принято в обществе, что мы замечаем обычно какие-то ошибки, а когда что-то хорошее, мы промолчим. Так вот я скажу, что, наверное, первый как бы нарушу эту плохую традицию. Хочу отметить, конечно, роль руководства. У нас молодое правительство, это молодые люди. Я вижу, что прогрессивно мыслят, хотят сделать что-то хорошее, хотят прогресса, хотят развития, хотят, чтобы страна сделала рывок вперед, чтобы многие проблемы, которые еще видны, вот, еще не решены, чтобы мы наконец-то их решили, чтобы здесь было более комфортно, и чтобы люди жили счастливо.
Я понимаю, что этот форум, конечно, он в первую очередь об экономике, да, он, на то он и экономический. Но если рассуждать с точки зрения, скажем, государственного развития и вопроса престижа, вот насколько, как вам кажется, важно в смысле политическом для вот престижа самого государства, для Республики Абхазия проводить такие форумы? Естественно, это престижно, а более престижно проводить удачные форумы. И это один из них. Естественно, это очень хорошо. Для нас это большое событие международного формата. Но еще самое главное, что, посмотрите, этот форум и объемы инвестиций мы обсуждаем. Мы обсуждаем мирную, позитивную повестку. И все это происходит на фоне того, что мировая геополитика катится в глубокую пропасть. И мы не знаем, что нам принесет завтрашний день. И на фоне этого всего мировой нестабильности вокруг мы здесь как островок уже давно забытого, во многих странах это уже давно забыто, проводить какие-то мирные форумы, обсуждать планы на будущее на фоне большого кризиса энергетического, который перерастает в финансовый и так далее, и так далее. На этом фоне мы строим мирную повестку и думаем о будущем, о развитии. Это как бы еще придает еще большего веса этому форуму и большую значимость этому форуму. И еще один вопрос, который не могу вам не задать, как проректору Абхазского государственного университета. Как вы оцениваете те проекты и те, скажем так, идеи, которые есть или которые родились, может быть, в ходе форума, или которые уже осуществлены, или возможно, планируются в сфере образования? Ну, наш экономический факультет активно участвовал тоже в работе форума. Больше всего я рад тому, что студенты экономического факультета АГУ принимали активное участие в этом форуме, они работали там волонтерами, у них была возможность знакомиться, разговаривать, слушать выступления. Они увидели вот эту большую экономику в действии и изнутри. И я очень рад, что молодежь присутствовала на форуме, максимально была в нем задействована. И для нас, для университета, такой форум очень важен, потому что в рамках этого форума мы также провели круглый стол в университете, где тоже затрагивали очень интересные вопросы. Он, конечно, был намного меньше и помпезнее, чем этот основной форум. Но, тем не менее, у нас как бы не это самое главное сама идея и суть тех изысканий, которые мы проводим. В общем, для АГУ это очень значимое событие также. И вы знаете, я часто это говорю, уровень сотрудничества АГУ с российскими вузами очень высок. Наши студенты участвуют в этом сотрудничестве, и преподаватели, и у нас идет постоянный обмен. И мы сотрудничаем с большинством регионов и вузами Российской Федерации. И самое главное, мы сотрудничаем очень активно, очень близко с ведущими, с главными университетами России. И это сотрудничество дает нам, конечно, тоже колоссальный опыт. И мы не только получаем, но и мы делимся, мы обмениваемся. У нас есть, приезжают студенческие обмены, делаем походы, проводим конференции. Это просто постоянная работа, которую не всегда как бы все видят, но в этом плане мы тоже сотрудничаем очень активно. Максим Харитонович, большое спасибо, что пришли и ответили на наш вопрос. К другим новостям. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что власти подготовили ответ на предложение посредников по прекращению огня с США. Он не привел деталей, но заверил, что в подходящее время проинформирует об этом. Исходя из собственных интересов, соображений, мы задокументировали набор требований, которые у нас были и есть, сказал господин Багаи журналистам. С того момента, как мы начали обсуждение, мы сформулировали наши ответы, пояснил он. Источники Axios сообщили,
сообщили, что США, Иран и группа посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может стать шагом к окончательному прекращению боевых действий. Reuters узнал, что Пакистан предложил сторонам договориться о немедленном прекращении огня, разблокировать Ормузский пролив, а затем заключить полноценное соглашение о мире. В то же время Пакистан разработал рамочное соглашение, предполагающее немедленное прекращение огня между Ираном и США, открытие Ормузского пролива и заключение всеобъемлющего соглашения, пишет Reuters со ссылкой на источник. При этом неназванный иранский чиновник заявил агентству, что Иран не разблокирует пролив, пока не будет достигнут мир. Предложение Пакистана предполагает, что прекращение огня вступает в силу немедленно, а в течение следующих 15-20 дней стороны завершат переговоры по мирному соглашению. По данным Reuters, всю минувшую ночь начальник армии Пакистана Асим Мунир вел переговоры с вице-президентом США Джей Ди Венсом, американским спецпосланником Стивом Уиткофом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. До публикации Reuters источники Axios сообщали, что США, Иран и страны-посредники Турция, Пакистан и Египет обсуждали условия 45-дневного перемирия, после которого может быть заключен мир. Иранский источник Reuters подчеркнул, что власти все еще рассматривают предложение. 4 апреля Дональд Трамп пригрозил Ирану адом, если в течение 48 часов иранские власти не согласятся на сделку. Как писал Axios, президент США продлил срок ультиматума еще на сутки. Накануне он назвал возможным заключение сделки уже сегодня. Утром 6 апреля представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ответ на предложение посредников уже сформулирован, но других подробностей не привел. СМИ и эксперты гадают, насколько верны оптимистичные заявления Дональда Трампа. Ранее президент США дал понять, что сделка с Ираном вполне реальна. Официальные власти Исламской Республики по-прежнему это опровергают. Советники верховного лидера Ирана готовятся воевать дальше, пока со страны не снимут все санкции, сообщает агентство Фарс. Однако факт определенных контактов с Америкой Тегеран все-таки признал. По данным CBS, там через посредников получили от Вашингтона сообщения, которые могут стать основой для переговоров. Политический обозреватель издания «Коммерсант» Дмитрий Дризес считает, что дыма без огня не бывает. Понятно, что ничего не понятно. Таковы итоги очередного большого политического шоу от Дональда Трампа, пишет он для издания «Коммерсант». Возможно, в этом и состояла главная его цель – подпустить туману, чтобы с одной стороны дать надежду рынкам, а с другой внести раскол в стан противников перед началом наземной операции. Пока же боевые действия продолжаются с не меньшей ожесточенностью, отмечает эксперт. Если вкратце, тактику президента США можно назвать наскок-откат, считает политический обозреватель. Официальный Тегеран все это опровергал, но потом источники в Исламской Республике сообщили агентству Reuters, что Америка просила наладить контакты. Иранские власти, безусловно, непреклонны. У них есть свои не менее жесткие условия. Их общий смысл таков: Америка вон с Ближнего Востока. Можно сказать, более или менее определенно лишь то, что Трамп пытается привлечь к решению иранской проблемы максимальное число участников. Позиция «и нашим, и вашим» более не пройдет. Второй момент: можно предположить попытку расколоть иранскую властную вертикаль, как было сказано выше. Трамп намекает, что переговоры идут не с верховным лидером, а с некой другой персоной. Затем израильские СМИ пояснили, что речь о спикере парламента Мохаммеде Багере Галибафе. Тот, правда, бросился немедленно все это опровергать. Однако, если это действительно так, то налицо доказательство кризиса в иранской власти, что есть прелюдия к смене режима. При этом новый верховный правитель так ни разу и не появился на публике, и даже голоса никто его не слышал. Как бы то ни было, впервые с начала острой фазы конфликта прорисовывается дипломатическая альтернатива, что уже само по себе достижение. Не все так беспросветно, как может показаться на первый взгляд, пишет Дризе. События, напомним, развивались следующим образом. На прошлой неделе Дональд Трамп то угрожал, то смягчался. На исходе выходных он предъявил Ирану жесткий ультиматум, дав 48 часов на освобождение Ормузского пролива, вернее его разблокировку. В противном случае Белый дом пообещал уничтожить все электростанции страны. На следующий же день американский лидер отложил решение на 5 дней. Как же так? Неужели испугался ответных угроз со стороны аятолл, задается вопросом эксперт. И сам же себе отвечает: как выяснилось, причина в другом. США и Иран или уже ведут, или
собираются начать переговоры через авторитетных посредников – Египет, Пакистан и Турцию. Вашингтон выражает по этому поводу большой оптимизм. Основные его условия – прочный мир в регионе и никакого ядерного оружия. Ормузский пролив, естественно, придется разблокировать. Таковы те условия, на которые рассчитывают Штаты. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.